Маршал Дущик, здравствуйте! В студии Диана Хармуш. Это информационная программа «Неделя». Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях прошедших 7 дней. Но сначала коротко о главном. В добрый путь. В Чеченской Республике обучение в школе окончили 39 тысяч выпускников. Торжественную линейку в Ахмат-Юрте посетил и глава региона. Рост показателей в непростых условиях. Чеченская Республика демонстрирует высокие темпы развития в ключевых направлениях. Лидер субъекта заслушал доклады правительства. В 2023 году на повышение оплаты труда по вашим поручениям, Рамзан Ахматович, было всего направлено 4,1 миллиарда рублей. Большой митинг в Грозном. Почти 60 тысяч человек собрались в центре города, чтобы выразить протест против посягательств на Коран. Реакция мусульман республики на кощунственный акт в Волгограде. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен нам Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. لدوش خل باش بالخاء مي غيرش خل بوسو بنا وجري داخل خلرن بعنا تولا من بعنا ايرلامزن حق عدل دبوغ ايرلامزن حق هدو الشي الشيخين عدردو جماعه سادردو قد ترسيل عدز درجه فوق ديل واسمع ماجد جماعه ثاني دردو. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» за номером 1 супруги главы Чеченской Республики Медни Кадыровой. За эту награду по указу президента она получила за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кадыровой Медни Мусаевне, Чеченская Республика. Медни Кадырова посвятила свою жизнь воспитанию достойных сыновей и дочерей. Она мать 14 детей. Одни уже трудятся во благо республики, другие учатся в школе. И есть те, кто еще ходит в детский сад, но она успевает уделить должное внимание и заботу каждому из них. Глава республики провел расширенное совещание правительства. Обсуждался ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, а также реализации мер социальной поддержки участников СВО. Рамзан Хаджи Кадыров заслушал доклады министров и сделал соответствующие поручения. Подробнее в следующем материале. Заседание правительства началось с подведения промежуточных итогов работы ведомств по целому ряду направлений. Глава региона поблагодарил Кабинет министров за реализацию поставленных задач в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Дикбелаш буквы добьючно. Образование дон на новый уровень, здравоохранение дон полный бюджетный, небюджетный, ущел оборудование, дон техника, дон специалист, балвары, амбары, дон новой республики невозможным дуэль цехазон. Дон в республике ещё операция, что мылху травматологии ходибаш вляд, сердце-сосудистые ходибаш вляд, мылху операция в республике ине операция, jo реабилитация что арвел вач хауш мел специалист элчи дона мечаина что jo сложная операция, невозможно, где наш можно. И что она и сау направление швей даушу дон. Ну амлху халат وان دون وي قيمش بوك لا ما قيمش شلتي دون بوخ دون ببيش بوي بوخ دون بيشكاش ربوش بات بالسن دون правительство задач дон адми да хаш коуч деш дон. О социально-экономическом развитии региона и росте основных показателей экономики доложил премьер-министр Муслим Хучиев. Он отметил рост объемов промышленного производства, а также платных услуг и строительных работ. Количество же безработных уменьшилось на 8%. На сегодняшний день Минфином России, правительство России направлено проект распоряжения о выделении Чеченской Республики 3,5 миллиарда рублей.
Из них в том числе выделены дополнительные средства на оказание соцподдержки участникам СФО на сумму 197 миллионов рублей. В 2023 году на повышение оплаты труда по вашим поручениям, Рамзан Ахматович, было всего направлено 4,1 миллиарда рублей. Общий объем расходов консолидированного бюджета Чеченской Республики на 2023 год на оплату труда составляет 46,4 миллиарда рублей. За январь 2023 года среднемесячная зарплата выросла 10,4% к уровню 2022 года и составила 34 200 рублей. В этом году ожидается увеличение средней зарплаты до 36 600 рублей. Также Муслим Хучиев подвел итоги инвестиционной деятельности за 2022 год. Так, общий объем инвестиций составил 119,5 миллиардов рублей. Реализовано 173 проекта с созданием 1300 рабочих мест. На стадии реализации 550 проектов, почти на 19 миллиардов. По их завершении трудоустроиться смогут больше 10 тысяч человек. По результатам проведенных вами встреч, Рамзан Ахматович, последние, которые были крайне на федеральном уровне, не считая Пятигорской встреч, с председателем правительства Мишустиным, заместителем Новиком, председателем правительства, министром финансов Илованом, достигнута договоренность о выделении дополнительных средств на реализацию первого этапа ОСППТ «Грозный», это на сумму 250 миллионов, также средства Чормартанского ЦРБ на 3,6 миллиарда рублей, более 1 миллиарда вдуться, Рамзан Ахматович. На это также прорабатывается вопрос по пересмотру соглашения по прямому счету в части приостановки его действия на 10 лет, что позволит нам дополнительно привлечь миллиарды денег в экономику и социальную сферу Чеченской Республики, в том числе на покрытие первоочередных расходов. Соответственно, вашим поручением были выделены деньги на год чеченского языка почти 60 миллионов рублей, на туризм 30 миллионов рублей, также по вашему поручению обеспечение ГСМ почти 32 миллиона рублей, оснащение необходимым оборудованием пункта приема единого госэкзамена почти на 69 миллионов, приобретение учебных регионального компонента на 150 миллионов рублей. И на сегодняшний день вот в этом нацпроект 28,5 миллиардов, это еще не конец. Как раз, пользуясь случаем, я хотел бы руководитель Министерства ведомств, чтобы дополнительно прорабатывали вопросы по дополнительному выделению финансовых средств в текущем году. Это дополнительные рабочие места, дополнительные налоговые поступления в Чеченскую, тем более, Рамзан Ахматович, авторитет Бахандолштаган, мы можем спокойно заявляться на федеральный уровень соответствующей документации и получить поддержку. Муслим Сьючелдон направление свое реализовать существенная поддержка Людон, экономики республики Дон, Белометкишки Людон, так, и задачи Чмеладон, завод, фабрик, предприятия, дайелер, Людон, малый, средний бизнес, развивать Ердудон, так, наган условия создавать Ердудон, Меладон, очень эрдулор, что Ахчдон, ночи чуад диссердон. И задача Юдон. Несмотря на то, что за последние годы России пришлось столкнуться с такими препятствиями, как пандемия, западные санкции, Чеченская Республика продолжает активно развиваться, отмечает в своем выступлении Рамзан Хаджи Кадыров. Экономические ситуации дон, вокруг России дон, мире галле дон, пандемии шиле дон, йодон, санкции шуа ю России, до санкций шуа, все равно дон, население икьечешня, так, безработица, дадуйлочена, 76-80% безработица ешь дон, та школа швабдешо, чама дальше дон, беш да школе даки дальше. Отре бер школе дохтер дацбош на надо возмущать садештон. Так артист цавали через цавол штадон вахар уэл дунин догилендон. Шавиги горшфол хандагохвен. Также в ходе совещания обсудили туристическую отрасль. Сейчас сезон в самом разгаре, и эта тема особенно актуальна. شيء قاعد أزح شيء ده يغلق دون لردر دون
Atsu goichtek sheded shadeshtal sidu goichtek don igaytan moned tawienchens laram liram bosh khilch aduku na hoydol jahin soqa ahaba khairch budon kwartir yuchbu shawigi diktolch namu vidi don atunda hoydol jahona безопасно бюрократический систем сейчас любой тагандон любой инвестиции хаш don вкладывать миллион направление don экономический зон шудо мусаури don дела don цанден истолу don وين don أمت إيرادول دل دائما أنا بوكسن دون هينزم دون إدوخ دل شدون نرمال نهدر وإرخيتش يوصعد أكاديميسكين سيتواسي قال له الدنيا جوالة ريبوي فاج حلقة يودون سيتواسي نيستر. Глава республики также поднял тему, касающуюся специальной военной операции. Ugri hadon näksen ha busal ugri شوقي خلوي شويتانا إزدانا ساتانيزم دان دعوا حوالي يشخلر دني دام صار ما يجوان دعنا دان ديلي حست ولا دان كده يسمو دان دق دقمنو راح دان دعنا سنت يعوي طولا باق بيش بقتس وده يشتانا ديل مصر بو ديل مصر دعوا دان ودائم ليتق وتمش بنقدان بوصل دين بعد داشتان تغنى وديش وباش حلقة بوصل دين زكوانتين لرديش تعب باش حلقة دان زكوانتين بوصل دين لرديش وديش وسفيت سيجا سوتعرف تابيت سندل بيش فولدان بالخ حيوكش تلقى دان دقا وي يحيى وانا دان كينا دقا دان دادي سويتن دان تمت شور دان دوزا خد عاجين عدان أتداتس دان ندل دان بايا مرزام نعدينا ديس مرحلان بايا مرشا على هوالا لتش خلقت تمت Следующей темой обсуждения стали весенние полевые работы в регионе. С докладом об этом выступил вице-премьер Ибрагим Закриев. Нами уже посеяно яровых культур во всех категориях хозяйства 119 435 гектаров или 93,4%. Сев яровых продолжается, предстоит посеять яровые на площади 127 900 гектаров. Все условия для успешного проведения весенних полевых работ были созданы. Подготовлена необходимая техника ГСМ, наличие имеется необходимое количество семян, также носится минеральное удобрение. Дефицит трудовых ресурсов Чеченской Республики не испытывает. И в целом в республике по проведению сезонных полевых работ проблем нет. Сложный участок, министру Цюнц Хабякам заместитель Шкечен при разных направлениях Бакан Чарадон, оценка Дикушер Дасон, да, молодон, Вайдадиш Дигдон, Авасади Дуэй, подворье дающий дон, и сцен на поддержку и на осадежку, на хлад лил диш будон, лат на штакисан, даже реали уад ох да леч, метк да стон дакисан леч, и метк дон бехин, шейна яцри дан дон, отцел бехшнят, мир приниматичи дон, и шилат дол деш бас, сан да мир принимати езас дон, хаяж, минни мушсадо бочара дон, хаяж дон, лило штат зас, лата объект дон, хаяж, так так бол байт биз меч. لا تقوسن خريشات طبعا إيموش لا دعنا خد علوش رند علوش تاج бизнес يلاش خريوشتي просто так латват ещё самое дон. Также с докладом о социальных выплатах в регионе выступил Магомед Ахмадов. Рамзан Ахмадович, хочу вас проинформировать. Во исполнении вашего поручения в апреле отделением произведена досрочная выплата пенсий и социальных пособий за май месяц к праздникам Ураза-Байрам и Пасха. Хотелось бы отдельно остановиться и поблагодарить вас, Рамзан Ахмадович. Мы все в курсе, что в мае месяце в нашей стране поменялось и порядок, и условия выплаты пенсий нашим пенсионерам. И благодаря вашему личному авторитету, благодаря вашему вмешательству и поддержке, в единственном регионе, где сохранился старый, скажем так, порядок и условия для получателей наших пенсий, это наш регион, за что вам безмерная благодарность от всего нашего населения, за то, что вы сохранили тот привычный порядок получения ими пенсий. И, конечно же, безмерная благодарность вам от нашего коллектива. Благодаря вашей поддержке сохранилось более 1000 рабочих мест. Глава республики еще раз поблагодарил министров за эффективную работу и высокие показатели, которые были достигнуты в непростых условиях. Он также пожелал им удачи в реализации новых задач, направленных на социально-экономическое развитие региона. Диана Хармуш, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя».
Рамзан Хаджи Кадыров провел заседание оперативного штаба СВО. На встрече с силовиками обсуждались актуальные задачи в зоне проведения специальной военной операции и поддержка семей бойцов. Глава региона отметил высокий профессионализм сотрудников чеченских подразделений и напомнил, что никто из тех, кто стоит на передовой, не должен ни в чем нуждаться, продолжит Мухаммад Джамалулейла. С обсуждения основных направлений специальной военной операции начинается совещание Рамзана Хаджи Кадырова с силовиками. В регионе действует республиканский штаб СВО, оказывающий регулярную помощь бойцам, находящимся на передовой. Этот штаб под руководством Магомеда Даудова помогает эффективно решать задачи руководства страны. Jól hábel a Austria Sipolkjudon, Isidon, Svrivnajt Jestan, Űrsaldon, Prikássinci, Dósbudon, no Ticséni Mészedon, és Strajuhal, Bírsbudasdon, Isztiát Ledimbasztés, vagy Stábjudon, Rukodistávadon, vagy Dauda Mahmud Udaszlardon, Módukdon, Dekretsedon, Bersi ситуации мою, Цаб, vagy решать проблемы вокруг, что и доходу Милдовали. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые коллеги, с начала специальной военной операции с территории Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено более 26 тысяч человек, бойцов наших, в том числе 12 тысяч добровольцев, которые прошли эффективную военную подготовку на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. В настоящее время в зоне проведения СВО находится более 7 тысяч бойцов из нашей республики. На высоком уровне налажено обеспечение бойцов военной техникой, предметами связи, обмундированием, амуницией, продовольствием и всем необходимым для решения боевых задач. Неоценимую помощь в проведении СВО оказывает и региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поддержка оказывается мирным жителям и бойцам. Для последних было закуплено 1014 единиц спецавтотранспорта, в том числе 145 бронемашин, сотни квадрокоптеров, приборы ночного видения, более 50 тысяч полной военной экипировки и многое другое. ومصود спецоперация ولو سجاح هو صح بلو سجاح خلا حباكن وما قال دوات شستش تجوش ووشي الغازوات قبل دول تنصرخ الفوندن فوند كيغل على تشول ومهكنا اماننا تاخ فيتس بريزيدنت يول مدني موسى وسيري صرخ ديونا رمضان احمدович ديون تغلو مدني موسى دوق دزه روسيا بچاقيا Медалс, Соут, Дерн, Пачал, президент Ула, Путинс. Жителям освобожденных территорий регулярно поставляются продукты питания, медикаменты, одежда, техника и оборудование. Так, с начала СВО передано более 22 тысяч гуманитарного груза, в том числе машины скорой помощи, медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, строительные материалы, бытовая химия и предметы первой необходимости. Фонд уделяет большое внимание вопросам лечения и реабилитации раненых сотрудников, оказанию им финансово-материальной помощи. Также помощь оказывается и двум новым полкам региона в составе 42-й дивизии Министерства обороны России, 58-й общевойсковой армии. Они были сформированы по указу главы республики Рамзана Хаджи Кадырова. Рамзан Ахматович, по вашему указанию, Министерство обороны в составе 42-й дивизии 58-й общевойсковой армии есть Шиполкью. Шиполк по 1200 тагу. Рамзан Ахматович, на данный момент 2400 Шиполк вежидиона уже на месте будет заниматься. Здесь ждут дегге стрелковый герз, так бронежилет, каскныш, дейлрес, лилон, дальшидион, Рамзан Ахматович. Моссомадион Адина и Моссоматига дожду хинца спецавтотранспорт редукциона из-за К направлений уже Белгаля концерн по штатке диона уже норматив шхайла селан даягетен когруппю СК группу диона еще состав штея техника в ближайшее время цан хочу заметить диона герз техника Моссома Адиона, президент России, выстрел Диона, цены улицы на цаки квартал, цены юд, миномёч, хакача, птуриш, так средства инженерной разведки на Моссома Диона
уже укомплектовать и не очень плюс приказ за алушто за общий систему тедион уже чуть занести бешли на приказ Рамзан Ахматович до. Глава республики еще раз напомнил, что бойцы на передовой не должны ни в чем нуждаться. Он также отметил высокий профессионализм чеченских бойцов, защищающих родину. В республике дон полкиш батальон отряд что общий дон хейса хоть 14 тысяч так будет, но так цен ордина орсатя каждый командир дон штаб связи дон так цен уштек шаделиги дон Холюч дон так ой полный дом медицинский дом обеспечение еще дон так ой Рамзан дон وكر دان شاید دیش دعوت شدن چه دان مسلمت عجاق شدن و بعد لد من وی میدی سوزوارین یوش با بالا معاذ شیگر دان لد توش تو تداق فوندو تکنیک اسکوری دان کاریش سن یوش میلدرم سیگه خلوچ دو بیرش دان دقت سیگه شش دلچان گتویت دیش تو دستان عامش سن کل ناوکش دان ندریاتیش دان Там что цаhdеш, мелац дон более приближенный военной дон боевой дон системе условия, что я не что создавать те что она мелабер амудиз дон ханш таван так то что он привыкает до холода меладона копча да генерал дальнобойный дон бабиш полдом вальтерли докол дон цельс он мела безопасность мух организовать есть он дот зот мой есть блиндаж мух есть яшел дон акоп мой есть он и соц борш получается дон мела цан объяснять деш там бойшилч там снаряд уходу патрон уходу хушилч опасно целить это дон حموتنا دون примерно снаряд моцла дон танковый снаряд уходу хаун гаубица уходу хаун милхчу дон автомат моцл генер туолор хаун подстволик бел тур уходу хаун из уходу хушилч عامين خلجي ده حاطط خيط قوي حاطط لرو хаун в первую очередь дон бершен дон лердал дон аму дон первую помощь оказать самое важное Чеченские бойцы с начала СВО выполняют задачи на самых сложных участках. Их героизм и военные навыки не раз отмечались на государственном уровне. Указом президента страны бойцы удостаиваются высших военных наград. Мухаммад Жумалыла и Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. На этой неделе в российских школах прозвенел последний звонок. В Чеченской Республике обучение окончили 39 тысяч выпускников. Торжественную линейку в своем родном селе Ахмат-Юрте посетил глава региона. Рамзан Хаджикадыров поздравил ребят с этим событием и пожелал им быть достойными своих односельчан, оставивших яркий след в истории народа и страны. Сюжет Мухаммада Джамалулейлы. Последний звонок – самый волнительный праздник для каждого школьника. Поддержать и поздравить ребят с этим событием в родную школу номер 1 имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова в селе Ахмат-Юрт прибыл глава региона. Этой традиции лидер субъекта никогда не изменяет и каждый год тепло провожает выпускников во взрослую жизнь. 39 тысяч дон. Дона, бер дона, школе дахвучту. Так уж Dies babies, dies boys, zijn dan bellen met gescheiden. Dagen niet dan, dagen check door dat. Wij meer letten dan, dagen letter dus. Toen delen, masara dan, oile is dan, kanien dan. Daar is zwak, dik naar was gelhaar. Sagoa na samach kana dan. Daar mola is dan dik die shadish. Dik zijn dan balhamin, kel dunyan jadaan. Michel ولد شوتنده آستو دان تراز ربطگی دانه 2 میلیارد چلوخه دخویت دست دانه ملخ چو دانه وی دان ایدهیشش دانه وی نه عمی چند خیشش دانه وی قدل دانه حیل دلقیتم بله ادمی چو سق بالر دوزه مصر گوزل دل مثلا یدل بودان چون دل دانه شیخ تیش خلوی فوق گری حال دانه الشيخ تيش مخرع دير تيش ولا دانه حد دان تغني قاني أعدانه حد تيش ولا سنة تيش ولا دانه حد أقدان حيخ تيش رو دق حداخر دانه بركة تيخ يدو إرسيخ يدو قومن بيد آخر بدانه
Наконец наступает самый торжественный момент, звучит последний звонок. Для многих ребят он говорит об окончании еще одного учебного года, а для выпускников о начале важного жизненного пути. Также глава республики посетил торжественную линейку в Грозненском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. В годы чеченского языка на протяжении всего праздника звучит родная речь. Центр образования провожает во взрослую жизнь 28 юношей и девушек. С напутственными словами к ним обратился Рамзан Хаджи Кадыров. شکلی روش باش دان خزیج دان تعبیش بو ویش سکلاس دان شش حال باش بو خزیج بو دل دانه اوگری دانه دق دانه شکلی اقن چون ولچون چون قاعده هنداچی توشی دا پروفسیو خارجیش دانه توی هارشل پروفسی دانه تو دانه شا بولش بالنی دانه و قومن مخکن اوش دیگ خارج دیز الخیص دان هنده شبیری و دانه ردو اول چی دان یوریستی دان فینانسیست دان واقعیت شل دان خیال پروفسیش چند دان اتون در خیال پروفسیش دانه اش دانه و قومن اوشو دقیقا پیدی هایو دان سکل جیشو چشو Ашура Кадырова, внучка первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, исполнила для собравшихся песню о своем дедушке. Здесь же наградили победителей всероссийского конкурса «Космос. Близкий и далекий». Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Даая вручил дипломы первой степени шейх Мухаммаду и шейх Ахмаду Кадыровым, а гран-при удостоен Абдуллах. Гран-при диплом Совдов Кадыров Абдуллах. Не пропустил глава региона и выпускной утренник в столичном садике Дики. Его стены покидают внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Хасан и Хусейн. К этому дню они подготовили стихи. Сегодня мы прощаемся с любимым детским садом. Мы выросли, идти нам в школу надо. Спасибо воспитателям, спасибо нам нашим. Мы выросли, идти нам в школу надо. Завершился выпускной утренник совместной фотографией малышей с Рамзаном Хаджи Кадыровым. Садиком шагать жду. Тоже в школе охотно. Тоже где Кадюша. Шорт пятерка, что голубая. Впереди у ребят не менее увлекательное путешествие в школьную жизнь, где им предстоит открыть для себя много новых и полезных знаний. Мухаммад Жумалыл и Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В интернете распространилось провокационное видео, в котором, как позже выяснилось, житель Волгограда по заданию украинских спецслужб сжигает Коран. Между тем, подозреваемый Никита Журавель уже задержан и дает показания. Этот кощунственный акт вызвал волну негодования среди мусульман. А в Чеченской Республике около 60 тысяч жителей пришли на митинг, чтобы выразить свой протест. Подробнее в репортаже Адама Арсанукаева. Около 60 тысяч человек собралось на территории мемориального комплекса «Слава» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь люди со всех уголков республики. Среди них представители гражданского общества, различных организаций и конфессий. Каждый вышел выразить возмущение по факту сожжения священного Корана в Волгограде. Украинский спецслужб шбайтин болбу Волгограде амеждик халха Коран дагин хилвошол дел мостах дел хагуча вехна тагана алхамдулиллах دل قیتم حلقه بولش قرآن غلق شو وای پاچا رمضان حاجی برکتاتsa ایدل مستخه تغنا قلی الله حقو نقچه چون حلو شو وزغل واش داله شی یقلی شول ایغوزلوت ایوا سوال سنه سنت عمل باش سنه دل نعت خیلتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر
Сжегший Коран в Волгограде 19-летний Никита Журавель. После задержания он рассказал, что провел акцию по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Выступая на митинге, председатель Совета алимов республик СКФО Хож Ахмед Хаджи Кадыров заявил, что такой поступок мог совершить только зверь в человеческом обличии. أدم الشيء قريك دعيا وشو سيوم وقا ولا شين وقا ولا رتا شين صبي أريدو شين قتلو شاء سو دين درش شو من ودقنش عوجينا سو قرآن صداقين سو ودقنش داقينا ودقنش داقدر تهنا أرد درش أدم هو هرميل خز شمتح بوسل بناهنا مسنا خيل درش شوينو وعيجوش درش دقنش قويت وين. Жители республики вышли на протесты, держа в руках транспаранты и плакаты с лозунгами «Я люблю Коран». Каждый из них уверен, что организаторы этого кощунственного акта хотели посеять ненависть на религиозной почве и тем самым внести раздор в общество. Ведь Россия – страна, где каждый может свободно исповедовать свою религию. Мы твердо заявляем, что никому никогда не позволим безнаказанно оскорблять чувства верующих. Это должны четко усвоить все, кто заказывает и исполняет преступления подобного тому, что совершалось в Волгограде. В своем выступлении советник главы Чеченской республики Адам Шахидов рассказал о ценности священного Корана в исламе. سيلة قرآن ثانية عمل يره يلشنا صلى الله عليه وسلم القرآن مو خاستين شن ألشي سو شفاعة دير دشن شفاعة دا دشن القرآن تن شفاعة يخدو خردوش دا شن خان دودل شقيمة دينا وأما حندير دسو شفاعة ألش يلشنا بالقدينا صلى الله عليه وسلم أس قرآن عملين شن أس قرآن عمل رخدوشن تن سيلخ داخر تن سيداي إشير سيداي إند سندوح الوالر سندوح الغازوتر سندوح القحيقر قرآن ثاني عمل يردشون إز القرآن حلقة داخن تن عملين رج شيكو يوش أس قرآن يلسمن شجور بوع يلشنو عليه الصلاة والسلام القرآن دي حاتت نرج تن سي سدي نرج تن سي يشوى زمان شوح شي دغسا خوش دوش نصوت نرج إذا جوجت شويت ربوخ يلشنو صلى الله عليه وسلم يا ربنا هوسخل والديل عالم وخية بيش أهوايت وشوش حيسيله يلشن دكشو طيق عشرا شوح أعدوسين دوش القرآن دها دل المتك بوش إديزر تدكشو حجاغدياه يا ربنا واوزن ديل تداومش تسين وش تداخني قرآن لرديش حسيله يلش صلى الله عليه وسلم تنسيلر ديش مخين داهيت دياح تكبير 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 أحمد Жители Чеченской республики в очередной раз доказали, что не позволят осквернять религию. Собравшись на митинге, они показали единство и четко выразили свою позицию по поводу случившегося. Самое толерантность Богом, в этом случае толерантность Богом, ваш боец дош доци, оран дакит заманча. Сумух тазим отхаше, сем духа этвенух. Коран дагадин хунси сазло я гвартне гаси саз хирол шо. Хунза цан ахур биекш багвартне кагдин сане Аллах дайла си сазвирол шо Аллах дайла годойл Аллах дайл ту дойл Аллах дайл хагдинан годяш вол жон годойл Аллах хардин иешта гайр чакун си сазло я гайр шол تهان إتاج موار سيسا زويل الله دايلا
برتسع بول الله دايل قية بول ويخ وينخش قومخ اشتمال بول بوصلنا الله دايل قية بول دايل تعبيرت كيول ريزولش. Дело Никиты Журавеля будет передано следователям Чеченской Республики. Такое решение принял глава Следственного ведомства Александр Бастрыкин. Поводом для этого послужил ряд оснований, в том числе и многочисленные обращения жителей региона с просьбой признать их потерпевшими. Адам Арсунукаев, Моусар Даудов, Аслан Висхаев. Неделя. Сжегшего по заданию украинских спецслужб Коран волгоградца уже перевели в СИЗО Грозного. Уголовное дело передано в Следственное управление по Чеченской Республике. Перед зданием следственного изолятора собралось несколько тысяч человек. Они выразили свое недовольство действиями преступника и требовали наказать его по всей строгости закона. Никто не имеет права нарушать права верующих людей. Законодательством Российской Федерации охраняются религиозные чувства, права религии. Поэтому сегодня мы видим за моей спиной тысячи людей, которые возмущены тем, что творят украинские спецслужбы. Мы знаем, периодически происходят такие акции на территории Российской Федерации. Кощунственно уже второй раз сжигается Коран. И непосредственно по указке украинских спецслужб. Что может быть хуже? Так трогать нас, мусульман. Для нас это огромная боль, потому что Коран для нас священен. Коран – это наша жизнь. И вы спросите любого из этих людей, они прекрасно вам скажут, что действительно Коран для нас все. Сегодня мы знаем, что доставили непосредственно поджигателя Корана в СИЗО Чеченской Республики. Его права охраняются в рамках законодательства Российской Федерации. Но граждане сегодня высказали свою точку зрения по данному вопросу. Граждане сегодня пришли сюда, чтобы сказать свое слово. И следствие, и суд Чеченской Республики над задержанным будут проходить строго в рамках законодательства Российской Федерации. Тысячи верующих собрались в центральной мечети сердца Чечни, чтобы выразить протест против сожжения священного Корана в Волгограде. Перед собравшимися выступил муфтий республики Салах Хаджи Межиев и другие известные богословы региона. Они выразили крайнее возмущение в связи с посягательством на главную книгу мусульман и отметили, что нападки на чувства верующих не будут оставлены безнаказанно. С подробностями Мухаммад Джамалулейла. С возвеличиванием Всевышнего тысячи мутаалима во главе с муфтием республики Салахом Хаджи Межиевым и советником главы региона Адамом Шахидовым направляются в мечеть сердца Чечни. Здесь их ждут богословы и старейшины тейпов. Повод для такого собрания – сожжение Корана в Волгограде. Верующие в один голос заявили, что не позволят посягать на самое святое мусульман всего мира. ويمخدا ويبرشا رمزان حاجة بيركة تتسا أو نوخشي تشون كل حلوشوس الله أكبر أو نوخشي تشو أحسن كل يريولش خذ أحسن نكزان يريولش حلوشو خدع بولش عن مسيرنا خيطة تعاشي كويات توشي تعذر تعيو سردو وزغل بولش دالا شيء دخل دوشتن عذاب دويلسون تغام دولين شاخان قيمتينا شنا دويلسون تعمل وش شنا دويلسون دقبل شنا دويل. Виновник в сожжении священного писания задержан. Поступок был совершен по заданию спецслужб Украины, говорят следователи. Его будут судить в Чеченской Республике. Верующие назвали настоящей милостью от Всевышнего возможность проводить суд именно в нашем регионе. ضعويلك شوية ويمقطع دوشت الحول الله ويتندم بشيء الله ديلي ويش يسيلا قرآن ديش محمد سيلا يلج صلى الله عليه وسلم إذا ويش تنسيد الأصحاب شبيش يلجن سنة ديش قرآن والله شوالش عدنا حوال غلوش واليلجن صلى الله عليه وسلم أقتن غلق شوى أقتن سنة لردر غوش ولو ويفتشعو إذا تغن الله دال وين دين دوشتو ديكدو إذا بما بيزريع وت الله دال خم بخاصة بقرب لوين إن نعمة الله دال دعوة داخل ويجر مسخن وت الله دال القرآن سيد دوشارف دويل وين تون سيد قوج سيد غيرش بريشة ويلشان زمان قاعدين دع صلى الله عليه وسلم يلش مثلا دعاء ديش دال ويشلك مش حق بالينا تخنا دال ولا دال ويقول ويترب الوجه ويتمل بعن دول الشاه
Kur'an side gırç elçan sallallahu aleyhi ve sellem side gırç killo şu büyük paçalkiye ser eskeri çir üç dala ve turpal kuanki gazvat eli mujahidun şbu Рамзан аж görte avuluşa Allah dal san tolam doil dal ser yaqila. В Российской Федерации действует закон, защищающий чувства верующих. Об этом собравшимся напомнил Салах Хаджимежиев. Он поблагодарил президента страны Владимира Путина за оказанное доверие региону в проведении расследования уголовного дела. Также муфти республики отметил, что любое посягательство на религию ислам незамедлительно сопровождается решительными действиями главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Мы не можем оставаться равнодушными, когда оскверняется Священное Писание, когда враг посягает на честь нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда оскорбляют наши религиозные чувства. Я призываю правоверных мусульман всего мира дать достойный ответ врагам Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Мы должны показать, что не оставим безнаказанным преступления слуг Иблиса. Пусть ни у кого больше не остается сомнений, с каким врагом мы имеем дело. Наши доблестные воины под руководством нашего дорогого брата, нашего национального лидера, служителя священного Корана, хранителя священных реликвий, защитника сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, героя ислама Рамзана Ахматовича Кадырова, сражаются на большом джихаде против сатанистов, объявивших войну Всевышнему Аллаху. Пусть беззаконники знают, что их конец близок, что карающий меч уже занесен над их головами. Расплата за их преступления будет очень скорой по воле Аллаха. Прочитав дуа и совершив религиозный обряд зикра, собравшиеся завершили встречу. Мухаммад Жумалыла, Маусар Даудов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Пятигорске прошло заседание Совета Координационного центра мусульман Северного Кавказа. В Духовном управлении мусульман Ставропольского края собрались муфтии всех регионов СКФО. Они выразили крайнее возмущение по поводу инцидента с сожжением священного Корана в Волгограде. На собрании выступил и муфтий Чеченской Республики Салах Хаджимежиев. Он подчеркнул важность того, что мусульмане России единогласно выступили против любых проявлений насилия, дискриминации и политики притеснения ислама, а также оскорбления чувств верующих со стороны западных стран. إذا قرآن دزدردو قرآن هم حق دلشي ويدقنش لزدويلا وين إزمجر دوتيلا إسندلوش تلوم وين مجيتور دوتيلا خويتوش أصلاً ووشة خيط قولهم شبر تغنا سيرنا كوكاس كيرماسو ريسبوبليك شكر حقول بالمفتش بولشة خزعها إشتا أتصو ديل مصلشن دعاء تانت إعلاج بولش ديل مصلشن دعاء لا قميل دش ألديش تول دوش أولوش إشتا سير كوكاس كي ريسبوبليك شيرشي بوسوبنا بريشي تحبرت بولشخلر от западной украинской спецслужбы сарлерин хилбош бол болха чахбер ботил хойтуш вайбарт бойла Россия пачалка бошне барт бойла цар дакяштин хилдошл питана ха цан хитер хирдотил хойтуш ишта Qur'anlardarna Deli aleyhissalatu vesselam sunsilardarna Россия президентен баркал олуш işte o alışvan soğuşaqet gulam bar işte gulam çaqabeli masarat hater doş olşa iş zevleni de şbolbi vezgaloş dal busubdin aqtul dal busub naqtul bol vezgaloş dal Ukrayn mahkasan i'mellet şol şu ozdel mostashindal shenis khallina busubdinsa busubnaatsa admolitsa moskhal meldolsh bol idel moskhe dal yesha bashdal sarah katu khush vezgaloş dal خيرسي باتش عالقية دا لريش بوصوب ناهلر باشا أدمل لردش دا التي عبيركتي والشخيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые жители Кавказа, сегодня вот все муфтии Северного Кавказа собрались и решили высказать свое слово по отношению к тому, сказать человека тоже не могу,
который сжигал Коран. Мы живем в правовом государстве, где приняты законы о том, что нельзя оскорблять чувств верующих. Мы все возмущены. Наше возмущение очень сильно, его не передать словами. Таких действий больше не должно быть. Это специальная провокация, которая хотела нас разделить, натравить одну религию против другой. Но это не получилось. Наоборот, сплотило все наши религии, поэтому мы будем, иншаллах, вместе, нас никто не сможет разделить. Иншаллах, мы все встанем на защиту своей страны, своей Родины. Каждый из нас, он имеет свою национальность. Вот чеченец, кабардинец, карачаевец, осетин. А все мы одна нация, мы все россияне. Иншаллах, эту свою родину, Россию, мы будем хранить и беречь. Духовные лидеры региона выступили с единогласным осуждением этого акта и подчеркнули, что этот кощунственный поступок оскорбил чувства всех мусульман мира. Они также выразили уверенность, что исполнитель, так же как и заказчики этого преступления, будут наказаны по всей строгости закона. Собрание муфтиев СКФО подчеркнуло важность единства в борьбе против нацистов и сатанистов, посягающих на священное писание, честь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и религиозные чувства мусульман, считают участники заседания. В селе Чечен-Аул построят новое медресе. Это будет необычная духовная школа. Помимо изучения священного писания, учениц будут обучать готовке и даже вязанию. В церемонии закладки капсулы принял участие муфтий Салах Хаджи Межиев и советник главы региона Адам Шахидов. حلمتو صوخ الرقابل دشباغ بوير سنديرة ويمخكح دق حجر شو ويمخكحها قبع صو قرآن حجر شو دق علم الحجر شو قرآن حافظ شكول شو إشامل بوش بول حجر شو ماجدكش يبرجي بولها اسمسو برج بولها حلا شي بوسو بدين اردوكوي بوسو بديننا قرآننا وين شيء خلاتش В знак благодарности имам Чечен-Аула подарил Салаху Хаджи Межиеву и Адаму Шахидову по экземпляру Корана. После прочтения дуа на участке начались строительные работы. В Канаде арестовали мужчину за автомобильный наезд на группу мусульман, а на территории Мекки расширили зону матафа для кругового обхода Каабы. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Пост лорд-мэра Оксфорда в Великобритании теперь будет занимать мусульманка. Людма Аршат имеет пакистанские корни и носит хиджаб. Несмотря на все предубеждения общества, она смогла выдвинуть свою кандидатуру и одержать победу в гонке за равноправие. Отмечу, что Аршат стала первой мусульманкой на этой должности. Министерство внутренних дел Франции запросило у директоров школы информацию об учениках, которые отсутствовали в праздник Ид-аль-Фитр на занятиях. Это вызвало широкий общественный резонанс среди мусульманских правозащитных организаций. Они заподозрили, что силовики таким образом стараются выявить наиболее религиозных людей. По мнению правительства, уровень такой вероубежденности идет вразрез государственного строя. Действия правоохранительных органов осудил и профсоюз учителей. В Канаде арестовали мужчину за автомобильный наезд на группу мусульман. Ранее следствие выдвинуло версию о том, что у обвиняемого отказали тормоза. Позже выяснилось, что виновник ДТП – праворадикал. Он забегал в местные мечети и выкрикивал антиисламские лозунги. Удалось выяснить и то, что он является членом группы индуистского национализма. На данный момент мужчине предъявлено более 12 обвинений по уголовным статьям. На территории Мекки расширили зону матафа для кругового обхода Каабы. Проект, получивший название «Саудовский портик», состоит из 4 этажей и способен вместить 287 тысяч верующих. А его пропускная способность составляет 107 тысяч паломников в час, передает Ислам Ньюс. Имам заповедной мечети шейх Ас-Судейс рассказал, что расширение здания портика продолжилось с эпохи короля Сауда, короля Фейсала и короля Халида. А в эпоху короля Салмана проект расширения зоны матафа близок к завершению, отметила Ас-Судейс.
На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном подвели итоги конкурса на лучшее сочинение на родном языке. Он был организован журналом «Орга» и проводился среди школьников с 8 по 10 классы. Участие приняли 25 человек, из которых выбрали 5 победителей. Их наградили грамотами и денежными призами. Конкурс приурочили к году чеченского языка. السجنيني السيرتغ الاعتازني استجوق دانير تخي دي تسير خبر تسير تغيرتغ دي سنك تسير سنجمع جديد سنك شادة جولدن سون لإنير سيرت يوزت سيرتن قوان خي بوزت سيرتن يازدر غاز إش بوزت تسير يازدن همش تسير تشادك دوز سونج دزل خيتي سينك تو استولن باقر هند ألشي سيخينر تانيقر تغيرتر تانيقر تانيقر حال يقنير ستخي خرقوشة دوق باي نوخشي مواتسخا غلقتسخا وين تيقش تعين بوغش إبوغرغا بقدوتي خائتير تكون تغنى هردي شرخوي قيرة كورمة لي تير جوز لي تخوحش خزت إن يوز نعشي أول نشبعيخ خوش بير خلرة إذا وي مسيري وي قيام بو الخيط خصون وي قانية دال مولها تأنا أخريو سيرلا أخريو دال تأحي بيركتيو مسيرة أوغا تير سچينينيش حق وي جورنالا زوربني يوغريو وي ناخن مسارنا وي مخكواشنا إش يوزيد. Ровно 1 месяц остается до начала большого паломничества в Мекку. В этом году хадж смогут совершить 3000 мусульман республики. На этой неделе встреча с паломниками прошла в Духовном управлении мусульман. Богословы рассказали о подготовке к поездке, важности соблюдения мер личной профилактики, а также об оказании медицинской помощи в пути. Верующих будут сопровождать врачи, которые в случае необходимости окажут квалифицированную помощь. Также желающие смогли задать интересующие их вопросы. طبعا الحمد لله ديل قيتنسا ويبقى رمز عجل بركتسا تم بركت باندلش ونوختي شرا قوزستك حاجين زوروشو لا طبعا اوشتو عناشا بياتي ريسيو بود عبايتنا بوها بيلا بو مختصالهاش بوها بو ملبل كيتشن بيتنا بوين غستي زيك ترانسبورت كدك ملبل كيتشن بيتين بو دال ملاحظة وي غالر دع دال خوش وي غال يوني حق دو خوش خز بلغل يخريس شوي. В Грозном наградили участников чемпионата Обилимпикс. Торжественное мероприятие прошло в Министерстве образования и науки Чеченской Республики. В этом году чемпионат проходил по 14 компетенциям. В конкурсе участвовали 120 человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 45 из них наградили почетными грамотами и денежными поощрениями. Победители конкурса примут участие в национальном чемпионате Обилимпикс, который состоится в Москве. Участники движения Обилимпикс, этих чемпионатов, они должны быть в первую очередь трудоустроены. Им в этом направлении дорога открыта. В этих целях у нас есть специальный отдел, который мы конкретно сработаем с работодателем и стараемся выпускников, их трудоустроить. Естественно, по их желанию. 9-й межрегиональный фестиваль художественного творчества людей с инвалидностью Юга России прошел в Грозном. 57 участников продемонстрировали свои таланты. Ежегодно фестиваль проводят в различных субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Благодаря проекту все больше людей с ограниченными возможностями здоровья могут внести свой вклад в культурную и общественную жизнь. Организатором выступило Всероссийское общество инвалидов. В этом году посчастливилось провести этот фестиваль у нас в Чеченской Республике. И мы в рамках этого фестиваля проводим несколько мероприятий. Это знакомство с достопримечательностями нашей республики. Это мы выезжали в горы, в Нихолой, ездили. И еще у нас предстоят экскурсии. А сегодня у нас основной день – это фестиваль, где наши участники, люди с ограниченными возможностями здоровья, покажут свое творчество, свои способности, свои возможности. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. Адикёйл Шумаш Айл.